нас, если 12 миллионов людей в YouTube ежемесячно есть, то 8 миллионов людей из них уже на казахском могут смотреть прекрасно и вполне спокойно. Это все просто в твоей голове. И из-за вот этого количества огромного партнеров, каких-то связей, всем быть чем-то нужным, это все выматывает. Еще было там: хочешь, я что-то сделаю тебе, разденьтесь перед камерой, покажите сиськи и так далее. Да. Ну, это было самое раннее. В большом количестве. Александр Мелентьев, он же Самсон, безмятежный, легендарный для меня лично человек по ряду причин. Во-первых, дядя Саш, тебя так можно теперь называть, да? О боже, все-таки дожили до моего старческого возраста, да? Ну, ты такой человек... Хорошо, что не деда, Саша. Ты такой очень человек, не медийный, не любящий постоянно быть в кадре. Ты в основном за кадром, и ты тот человек, который знает все о казахстанском Ютубе. Ты являешься представителем Ютуба, и ты раздаешь легендарные кнопки Ютуба. И, в частности, знаешь, как сделать из канала, который никто не смотрит, канал, который будет смотреть и обсуждать все. Как дела? Прекрасно. Ну, добавлю. Давай за встречу. Добавлю к тому, что если никто не смотрит, то навряд ли его смотреть будут с моей помощью, если там ужасный контент. Да, согласен, кстати. Но разве нет такого, что казахстанский YouTube вещь неконтролируемая? Или все-таки контролируемая? Что значит контролируем? Ну вот... Кем? Ну, не в том смысле, как вы подумали, да? У нас никто ничего не контролирует. Я про то, что вот классный контент снимается, его никто не смотрит. Но следует какая-то инфа вообще с другого русского Ютуба об этом человеке, и все начинают его искать, смотреть, и он становится супер популярным в Казахстане. Второй вариант. Просто какой-то вирусный ролик, снятый отвратительно, может набрать миллионы просмотров, в отличие от классно снятого подкаста. Я сейчас сам себе похвалишь, никто не подхвалит. Больше сказал. Вот именно, что ты сам упомянул, что люди начинают интересоваться темой твоего подкаста, твоего любого выпуска именно тогда, когда человек или тема становится предметом поиска. И это самое важное, что люди забывают. Мы абсолютно делаем бесполезный контент, если это в поиск не попадает. То есть надо и воспринимать YouTube как поисковую машину, как Google. Если твою информацию не ищут, ну зачем это кому-нибудь может и нужно? Если твоя тема посвящена неким актуальным каким-то моментам, как было, например, с каналом для бухгалтеров «Учет КЗ». Знаешь такой канал? Да. Вот. Там просто делали вебинары для бухгалтеров, записывали обучающие какие-то вещи. И во время карантина, когда пошла тема «Как получить 42 500», они сделали несколько роликов, которые выстрелили, потому что все люди что делали? Искали, как получить 42 500. А те, кто для YouTube именно сделали такие материалы, те и выстрелили. Что сейчас с Иманбеком, допустим, произошло? Да, ты абсолютно прав, что как стал он поисковым запросом, так, соответственно, все люди и узнали о нем. Вот. То есть надо чувствовать этот тренд. Либо чувствовать будущую тему, либо делать текущую. Но если делать ее, то прямо здесь и сейчас, не отрываясь от тренда, держа руку на пульсе. Ну давай откатимся на несколько лет назад. Как ты попал в YouTube? Ну, я не попал прям в YouTube. Ну давай скажем так. Ты являешься уполномоченным представителем. Ну, партнером мы являемся. Наша компания уже вот недавно считали 5-й год. О боже, как называется ваша компания? Компания Genesis YouTube Central Asia. Корни которые полностью из Алматы, можно сказать. Все было очень просто и не просто одновременно. Это был 2016 год. Я работал на 7 канале. Мой предыдущий руководитель Куат Бахридинов с 7 канала в это время перешел в холдинг Нур.kz. И как раз 7 канал наряду
с телеканалом Gaku набирали единственные из телеканалов большие обороты именно в YouTube. Денег у этого не было, просто были просмотры. Мне удалось хорошо трансформировать уже тогда телеканал для YouTube. Мой первый телеканал, который делал HD для YouTube. Вот, это очень дорого тогда стоило. Мы принуждали продакшн-студии, они плевались, что не хотели отдавать именно Плюс материалы. вы переделали многие, ну точнее, вы поменяли оборудование, да, по-моему, на канале полностью даже для каких-то съемок? Или Нет, я не о том сейчас? оборудование это было попозже, это уже был формат 16:9. Главная задача была перейти на формат для Smart TV, когда люди хотят уже нормальный, качественный контент получить. Вот, и много досъемок было, бэкстейджей, и главная работа, которую мы проводили, это нарезки всего этого, телевизионного контента, потому что всем было привычно прям выдавать полные выпуски, полные скучные выпуски новостей, либо самих программ. Мы это все перетрансформировали. Вот. В итоге как раз московскому офису Гугла и Ютуба уже нужен был партнер по Центральной Азии, и треугольник сошелся. Когда я уже осознанно уходил с 7 канала, я знал, куда иду, вот, потому что надо было возглавить именно эту партнерскую сеть и начать работать комплексно. Потому что ситуация на тот момент была на самом деле печальной, и денег в Ютубе нашем не было, и телеканалы не знали, что там деньги можно зарабатывать. Не говоря можно уже о блогерах. Их просто не было тогда, да? Да, были блогеры, которые там делали, может, максимум 1000-2000 долларов в месяц. Это вот как раз, говоря о первой золотой кнопке Ютуба. Антон Бурников «Саспенс». И вот об этом ключевом событии, наверное, стоит рассказать, как я к нему поехал. Вот, мы начали подключать телеканалы первыми, и Антон, и знакомство с ним для меня было ключевым. Это канал, который посвящен был топам, то есть это было даже не его видео, но его голос, когда он обозревал различные обзоры разных вещей. Топ самых красивых девушек, топ самых дорогих отелей, тачек и так далее. На заре Ютуба в 2000... Вот когда он начал? В каком году? В 2009-2010 году, когда он только-только начинал, уже 10 лет назад, очуметь. Все это было очень-очень в топе, и 5 лет назад тоже было в топе. Сейчас уже более-менее тренд прошел. Вот. И я помню, я поехал в Астану встречаться с телеканалами, и по пути заехал в Караганду. 3 часа туда, 3 часа обратно ради 2-часовой встречи с Антоном. Вот. И мы настолько замечательно побеседовали, обсудили все тренды, обсудили стратегию, что поняли, что теперь уже на года вместе. И теперь каналы Антона Бурникова приносят далеко не 2000 долларов в месяц, а десятки тысяч долларов в месяц. С нами он открыл и зарубежные каналы. Trend Wave есть такой канал спортивный, он покупает лицензионные нарезки спортивных событий и делает именно для своего канала, зная алгоритмы, как их двигать. И вот этот рынок для нас был новым, и Антон и его каналы до сих пор являются таким большим пластом, можно сказать, экспорта нашего контента за рубеж. Потому что, ну вот, кроме Аминки, Витаминки тогда, которые сейчас ничего не зарабатывают толком в YouTube, ну вот Антон единственный, кто экспортирует контент, вещая на весь мир. А Аминка не зарабатывает, потому что введены новые правила, да, для YouTube? Да, уже как больше года, уже год прошел с тех времен. Анимационные студии, весь детский контент, если наших брать, то это телеканал «Балапан», все потеряли доходность, бешеную доходность на тот момент, которая была в YouTube из-за запретов самого YouTube и правительства США, потому что в детском контенте показывалась взрослая реклама, это стало недопустимым, ну, потому что дети пользовались гаджетами родителей и наблюдали за этой рекламой. YouTube же не мог распознать, что кто смотрит, ребенок или взрослый человек. Вот. А на тот момент были кыргызские студии, не в Казахстане, причем в Кыргызстане, которые делали на анимации детской 50-60 тысяч долларов в месяц за канал. Это были гигантские обороты. И в один прекрасный момент всех их начали блокировать, демонетизировать. И детскому контенту в YouTube с точки зрения именно монетизации, можно сказать, пришел конец. Мы больше не можем и сами придерживаемся принципа не работать с детьми и детским контентом. Что можно?
можно ребенку, когда исполнится 13 лет, в сопровождении взрослого вести какой-то гейминг-канал. Но там тоже куча ограничений, типа нельзя фастфуд есть, потому что это может его пропагандой стать. Различные челленджи непонятные, поэтому мы осторожно лучше развивать взрослый, так скажем, подростковый максимум контент. Вот. Ну, Но это тот- говоря, о YouTube, да? Конечно, говоря о это YouTube, поэтому мы всех отсылаем сейчас в ТикТок. Там им место. Сколько вам? Меньше 13? Вам ТикТок. Кстати, интересный факт сегодня буквально прочитал, пока ехал сюда. Предсказание насчет ТикТока, насчет будущего ТикТока, что ТикТок через лет 10 начнет удалять старые видео, потому что люди выросли, и они будут наблюдать за собой молодыми и не нравятся себе старыми. Представь себе. Прикольно. Я придерживаюсь этого предсказания, потому что моя молодость, и будут залипать. Что я творил здесь, как да? в альбоме детском, да. Что я творил и какую фигню творю сейчас, видимо так. Окей. Где мои После миллионы чего просмотров? ты начал сотрудничать уже с YouTube. Как проходил процесс твоего проникновения в эту громадную просто структуру? Было ли какое-то обучение, были ли какие-то поездки? Но я, честно говоря, вот этот твой период жизни, он как-то выпал из моего обзора, да, скажем так, взора, кругозора и, в общем, окружения. Просто, Самсон исчез, на какое-то время лично для меня. А потом ты бах! Просто появляешься, раздаешь кнопки, знаешь все тренды YouTube. Если можно поподробнее, со всеми Это был долгий период. внутриками. Был долгий период, как я вспоминаю, все-таки, да. Программа посвящена пятилетию Генезиса, как нашего детища. Вот. Долгий период был, он начался с сентября 2016 года. Мы лицензию получали, наверное, месяца 3. И за этот период я ездил в Москву, обучался, лицензировался. Была тогда особая сертификация для YouTube-специалистов. Вот. Я был в московском офисе Гугла, где проходил обучение. За это время успел и на фестивалях различных побывать, именно видеоблогерских фестивалях. Это от компании Air в Киеве, от компании Медиакуб в Беларуси. С белорусами мы сдружились, не разлей вода теперь вообще. Шикарно. Очень классный опыт был получен. И в это же время, будучи на фестивалях и в Москве, и в Беларуси, и в Украине, мы и заобщались с кучей блогеров, известных вам. Это Макс 100-500, Стас Давыдов, Ян Топлес. Вот. Кого я там еще знаю? Катя Клэп. Какие старые люди уже сейчас. Ну, Амиран тоже относится Сайдаев к этому, интересно или нет? Вот. Одни старики, окей. А кого сейчас из новых ты вспомнить? Ян Топлес, кстати, наоборот, набирает обороты до сих пор, и слава богу, потому что его, я считаю, А ключевой где Макс контент. 100-500? Куда он делся? Что с Он ним? до сих пор ведет у себя эту программу. Где он каждый обозревает видосики? Да, и это дойная корова его, он сам жаловался, что хотел перейти на формат travel-шоу, интервью, у него все прекрасно получалось, но так как деньги приносит основной вот этот контент, он к нему так или иначе всегда Обалдеть. возвращался. Вот. А у Стаса Давыдова, у Висис хорошо, другой путь, что ему надоело это снимать, его аудитория повзрослела, не воспринимала это, поэтому он сейчас делает абсолютно взрослые новости в таком хорошем взрослом формате. Ну, кстати, примечательно, что Стаса Давыдова и Макса 100-500 я познакомил на фестивале в Алматы на видеобайге. А Но они ты- друг о друге слышали, и эти форматы даже появились почти одновременно. Но вот лично-очно они встретились у нас, это для меня даже была неожиданностью, и даже странным. Столько фестивалей проходит, а встретились классно у нас. Окей. И вот ты, получается, начал свой карьерный рост в YouTube-пространстве Казахстана. Ниша была абсолютно свободная, я насколько понимаю, не было специалистов по YouTube. Ты им стал, и сегодня, на данный момент, я, насколько знаю, в KZ нет специалиста сильнее тебя, который знает, что будет происходить с тем или иным каналом, какие тренды, что в Казахстане будут смотреть, что не будут. Ты можешь дать полный анализ. Как к этому пришел? Долго вспоминать. Но это были месяцы обучения, понимание алгоритмов меня очень увлекло, как устроена YouTube-аналитика.
То есть это математика, да, все-таки? Есть формулы. Я бы сказал, что не то, что математика, а больше прогнозирование, понимание того, как это глубинно устроено. Это работа с большими данными, big data, можно сказать, когда ты понимаешь, что вот определенное количество подписчиков тебя смотрит, эти люди не смотрят. Почему они не смотрят? И начинаешь ковыряться в компьютере, опознавать, откуда, кто эти люди, какие у них могут быть интересы, какие похожие видео они смотрят, почему именно на этой минуте человек ушел, а на этой остался, почему скачки в этих просмотрах есть. То есть по линии мы видим, что человек это всё смотрит, полностью уходит. анализируешь? Да, конечно. Вот. И, наверное, самое важное, что в этой аналитике важно для автора, это понять, что регулярность контента — это вот нон-стоп, это важно. Что определенный день должен закреплен быть за человеком, определенное время даже, и даже YouTube в этом плане склонен уже к телевизионному программированию. Ты выпускаешь, например, свой подкаст в какой день? Есть определенный день? Да, в основном в пятницу. В основном в пятницу. Что бывают другие дни? Бывало, в четверг выпускал. Бывало. Нужно точно Поэтому там понять этот просмотров день. было меньше. Вот. Так получается, да? Нет, согласен, да. Ты говорил о том, что в YouTube крайне важно давать какую-то периодичность. В частности, Дудь выходит по вторникам, да? Не замечал, кстати, когда он там выходит. Я знаю, один раз в месяц этого достаточно для него. Есть форматы как Дудь, которые, в принципе, даже он может программирование свое сменить, его и так люди Теперь. растиражируют, конечно. Самое начало пути Юрия Дудя было о том, что он звал знаменитостей туда же. Это любая стратегия любого интервью должна начинаться именно с того, что ты людей из поиска зовешь. Ну, может, начинаешь, там, как пробуешь, да, это все проба пера до момента, пока ты не позвал действительно какую-то значимую персону. Для Казахстана, для России не важно. И те люди, кого он приглашал изначально, там, Познер, остальные, Киселев. кого там только не было, а? Это все люди, которые вот Там, давно... по-моему, были все. Хабевский. Невзоров там прекрасное интервью было. О, с да, было Невзоровым, хорошо с вообще Невзоровым. шикарное. Он людей доставал из глубин, можно сказать. До там. этого он, кстати, брал ребят, которые были слишком популярны у молодежи, да? То есть Фейс, Фараон, Конечно. Скриптонит. То есть ему надо было Он набирал людей. масштабировать, завоевать аудиторию, и потом уже переходить и к документальным фильмам, и, собственно, к тем персонам, у кого он искренне хотел взять интервью изначально. Я не говорю, ничего не умоляю, просто эта стратегия обязательна. То есть он не мог там чередовать, там, так, сегодня возьму известного, завтра неизвестного. Вот. А теперь представим, что если одним из первых его гостей стал бы наш Нурлан Сабуров, кто бы это вообще смотрел? На тот момент, в начале пути, очень мало человек, я уверяю вас. Поэтому все случилось не зря. Мне очень понравился его проект «Новые люди», где он звал вообще людей, которые вот неизвестные, Ноунеймы такие, да. И потом это породило как раз серию документальных фильмов, которые прям вот в Кинопоиске даже имеют прекрасную оценку. У меня вопрос. Сегодня, проделав такой достаточно большой путь с 2016 года, уже 5 лет, ты точно знаешь, что смотрят в Казахстане, ты знаешь, что смотрят в регионах, ты знаешь, что смотрят в центральных крупных городах. Отличается ли, во-первых, этот контент, что смотрит регион, а что смотрит город, да, крупный, ну, республиканский, миллионник типа Алматы и Нур-Султана, или Шымкента, да, сюда можно смело добавлять. И что ты видишь, насколько это отличается? Разницу. Самый интересный вопрос, который многие задают. К сожалению, мы не видим региональную статистику вообще. То есть Серьезно? только по комментам можно ее увидеть. Региональная статистика есть только в одной стране, в Штатах. Там можно в определенном штате посмотреть, кто сколько видел, кто сколько просмотров дал тебе. Относительно регионов такого нет, и непонятно, появится ли, потому что ни в одной стране мира, кроме Соединенных Штатов, То есть такого только не по было. IP-адресам, да, получается? А эту инфу тебе никто не даст, да? Естественно. Вот. Мы видим также все YouTube-каналы, как вы, за исключением каких-то новых инструментов, дополнительных. Вот. Мы не можем прям сильно глубоко смотреть. Мы можем сравнивать каналы друг с другом. Вот. Но что могу отметить, что рост казахскоязычного контента намного высок.
Потому что с того момента, как мы начали на рынке работать, одним из больших самых достижений было как раз в эту сторону и пойти. Когда была вкладка YouTube KZ, но казахскоязычного контента было там мало, мы сделали так, что контента стало много благодаря телеканалов, и именно алгоритм поменялся в сторону определения языка. И таким образом у нас, если 12 миллионов людей в YouTube ежемесячно есть, то 8 миллионов людей из них уже на казахском могут смотреть прекрасно и вполне спокойно. Это большая часть, это 60%. Вот, и это очень здорово, потому что казах-то был керек. Вот. И когда ты делаешь контент на русском, как и этот подкаст, то мы конкурируем и соперничаем с любым русскоязычным контентом в этой сфере, по-любому. От этого никуда не деться, потому что так или иначе там небольшой процент России и остальных стран будут тебя смотреть. Если тебя не ищут как по твоему имени Киблан Тивулин, наверное, это интервью как-то обозначить можно там, как продвинуться в YouTube. Но оно потеряется среди тысяч таких же. Вот, собственно, вот То есть такие заголовок данные. тоже решает, там, если он сделан по-казахски, если на казахском, то, соответственно, 8 миллионов, из них хотя бы Потенциально. миллиончик-полтора Ну, ты можешь почему-то набрать. хорошие, конечно, прогнозы, но Я просто дефицит. заметил, что, ну вот, допустим, на одном из телеканалов выпускается несколько там, контентов. Есть контент, обычный сериал о казахской жизни, как все просто и легко. Он набирает за день тут же 1,5 миллиона просмотров. Есть контент с какой-то аналитикой, цифрами, мыслями, идеей, где надо подумать и понапрягать мозги. Там около 2-3 тысяч просмотров. То есть я понимаю, что люди, придя домой, они не хотят смотреть что-то сложное, там напряженное, и телевизора хватает, если они его еще смотрят, да? Поэтому чем проще контент, чем понятней, чем он ближе к той аудитории, ну, где ты находишься, то больше есть вероятность стать популярным. Ну, ближе не географически, ближе именно по языку. Неважно, с какой страны ты делаешь контент, важно, на каком языке ты его делаешь. Ну, это как с клипами Димаша, да? То есть там, ну, большая часть просмотров с Китая. Ну, логично абсолютно, потому что там его любят, Хотя и он песня там на казахском, является допустим, вышла, поисковым да? запросом. Конечно, у Димаша, в принципе, фанаты по всему миру, поэтому честь ему и хвала, что добился таких успехов и на YouTube его даже Ну, я нашло. имею в виду его, ну, о его раннем этапе, когда вот... Даже лондонский офис его выделял, что большая стремительность, хорошо так набрал аудиторию. И очень здорово, что недавно он получил как раз заветную золотую кнопку за 1 миллион подписчиков. Сколько у нас миллионных аккаунтов в Казахстане? Уже 20. То есть большинство кнопок я сдал я лично. Вот. Одни из последних буквально это твоя землячка со Астаны, да, так сказать, теперь землячкой можно называть с Нур-Султана. Гульжанат Нурушева, первый блогер кулинарии, можно сказать, первая девушка, женщина-миллионник в Казахстане. До этого не было людей особо, были телеканалы, Аминка-Витаминка первым ребенком, потом Марат Ралгазин, и вот третий, можно сказать, третий человек как человек. Вот, это Гульжанат, благодаря своим рецептам очень То есть правильно. насколько для тебя уникален тот момент, когда просто человек, обычный человек, не телевизионный канал, набирает 1 миллион подписчиков в Казахстане, где нас всего там 19 миллионов? Это очень здорово, на самом деле, тем более контента на казахском-то в основном, и у Алгазина, и у Гульжанат. Я вижу потолок подписчиков по некоторым каналам, там Тойдуман, 7 канал, они где-то сейчас к 3 миллионам приближаются. На мой взгляд, 6 миллионов подписчиков, там максимум, что можно собрать в Казахстане, то есть половина всей аудитории. Ну и дальше пути нет, надо расширяться по другим странам, но это возможно только тогда, когда ты делаешь либо контент на русском, либо контент на английском языке, но пока до этих высот никто не скоро доберется. То есть, иными словами, если ты хочешь сделать популярный YouTube-канал в Казахстане, самым быстрым методом будет сделать контент на казахском. Это логично, абсолютно. Но если ты хочешь перевысить какое-то количество подписчиков, то лучше делать его на языке многомиллионном, да, получается? Ну, Либо вопрос до сих пор английский, я вот- русский, казахский. До сих пор меня хотел бы я смущает сказать. на самом деле тенденция, которую я вижу, что многие казахстанцы, казахи в том числе, после Балашаха знают прекрасно английский, я даже кастинг такой проводил.
И вот этих людей вылавливал прекрасные, изумительное произношение, как будто в Америке жили целую жизнь. Так. Вот. Ну, что-то нет у нас каналов на английском языке. После появления «Барата 2», второго фильма, более-менее что-то появлялось там, не помню, как звали, один парень пытался на английском что-то делать, рассказывать о Казахстане, но и заглох. А зря, то есть эту линию надо было продолжать. И когда вот на Хабаре тоже по тренингу для Казах ТВ я говорил, что это вообще не занятая ниша, просто казахстанец, который рассказывает на английском языке о Казахстане. Все, но делать это регулярно и постоянно. Была одна девочка, мы ее заметили, там такой неплохой английский, но такой Да, он не лайфстайл должен быть больше. нормальным в целом, да, он должен быть. Что сегодня смотрит казахстанский YouTube? Тренды сменились. Пандемия изменила их, и слава богу, на самом деле. Ого. Потому что то, что было до пандемии, далеко было А что было от до идеала. пандемии? До Самсон, пандемии расскажи. была сплошная развлекуха и музыка. То есть два тренда основных, и больше, в принципе, казахстанец ничего не смотрел. Когда блокировки YouTube в Казахстане закончились, прайм-тайм опять сменился на вечер. То есть казахстанец, когда приходит домой, спокойно садится на диван и вместо телевизора включает тот же YouTube, но в телевизоре. То есть просто телевидение туда ушло. А, у тебя даже то есть и статистика по телевизорам? Smart TV в Казахстане. Да. точняк. Smart TV. И это удивительный показатель, кстати, если о нем говорить, то Казахстан занимает аж третью позицию после Великобритании и США по процентажу вовлечения через умные телевизоры. Прикольно. Вот так вот. Где-то мы впереди планеты всей. Ура, Казахстан! Будем смотреть YouTube еще больше. И за время пандемии, что удивительно, угадай, если 25 минут казахстанец уделял времени просмотру своего YouTube, ну вообще YouTube контента, во время пандемии до скольки этот показатель увеличился? 25 минут было до, а во время пандемии до сих пор сколько? Ну, часа 4, наверное. Ну, чуметь, ну не настолько, конечно. 2 часа, наверное, да? Почти. Не столько, сколько в Инстаграме Я просто человек про себя проводит. сказал. Ну да, там Я есть 4 экранное часа. время открыть, у каждого там Инстаграм 8 часов, Телеграм, WhatsApp 7 часов. Где это время люди берут, интересно? Вот. Суть в том, что показатель повысился в 3 раза, 1,5 часа в день YouTube. Ну, то есть YouTube, в отличие от соцсетей, соцсеть ты можешь там на фоне, да, листать, что-то делать с ней, что-то параллельно заниматься. YouTube либо слушают, либо смотрят и слушают. А это нельзя особо с чем-то совмещать. И вот этот показатель, он, конечно, всех порадовал. На тот момент что еще повлияло? Что шоу «Калалым» разделилось на 2 части. Одно «Бырбулаик» на НТК, второе «Кослайк». А можно твое мнение по этим шоу? Отвратительно, конечно. Но просмотры черт есть, возьми, деньги смотрят, есть. Я на самом деле вижу во многом заслугу этих шоу, что это точка входа для многих казахскоязычных людей вообще в YouTube. Это нельзя отменять. С чего-то должно начинаться вообще это путешествие. Калалым моя первая любовь. Любовь, да, вот так вот, да. Вот. Это не значит, что такой же трэш они смотрят дополнительно, но в похожих видео, в рекомендациях наступил новый тренд. Наконец-то казахстанским зрителям в YouTube начали интересными быть новости и образовательные видео. Как раз Елена туда вынуждена перешла полностью со своим образовательным контентом. Онлайн-обучение началось, и, наконец-то, в YouTube начал появляться. Его-то и не было, образовательного контента на казахском. Вот, но до сих пор То есть относительно... пандемии нужно сказать спасибо? Абсолютно в этом плане. Ну, то есть не будем, конечно, про фатальную сторону его говорить. С точки зрения контента, относительно любого онлайн-контента во всем мире, Netflix, Кинопоиск, Коко, что там только не было. Tengri News проводил концерты онлайн, Казахтелеком пошел в YouTube. Это большой сдвиг был для онлайн, того, что надо было сделать давно, но сделали только сейчас. Ну, вот так вот. Иногда петух в задницу клюет именно так. Что поделать? С точки зрения технологий все сдвинулось. Акции Netflix там стоили каких-то копейки, сейчас они стоят там... Сколько я купил Netflix? Ты покупал акции Netflix? Ну вот, недавно одну купил для коллекции. Я хотел сказать, что нормально, ты на YouTube поднялся.
Около $500, $500, по-моему. Акция. Сейчас, да. Вообще, Акции Гугла сейчас стоят $2500. Акции Амазона еще больше. И до пандемии была другая ситуация у всех, понимаешь? в биткоине хранишь что-нибудь? Чуть-чуть. Битцент у меня есть. А Ripple или Ripple, как правильно сейчас? Не знаю такое. Эфир надо покупать. Эфир. Если кто биткоинами интересуется, биткоин не покупать. Эфир берите. Я недавно был просто в Клабхаусе, и там все говорили, берите Ripple. Впервые слышу, но обязательно почитаю. Я потому что вообще ничего не знаю об этом. Окей. Так вот, просто пандемия задала новые тренды, люди стали смотреть новый контент, его стали производить наконец-то. И... Выкладывать, я бы сказал. Окей. Где-то в Ты загашнике. можешь там назвать сегодня, допустим, пятерку? Давай, топ-5. Я хочу тоже немножко эту чуть-чуть там тему зацепить. Топ-5 программ или каналов, которые люди смотрят регулярно, постоянно. Казахскоязычный контент будем брать именно. То, что я считаю значимым для нашего сообщества. Их, наверное, будет ли пятерка, не знаю. В первую очередь, самая большая заслуга, недавно 100 тысяч подписчиков взял, это канал Тарих Марих, и на русском и на казахском языке об истории Казахстана. В такой классной форме, анимационной, с картинками, круто. Второй канал, это, конечно, наши миллионники, первые казахскоязычные братья-блогеры, Puzzle канал, недавно они взяли 1 миллион, у них еще есть несколько каналов, Puzzle Life, Агаин, Q-Life, в общем, такой холдинг уже классный. Вот. Рекламодатели бы еще туда вообще идеально было бы. Они изначально занимались ремонтом квартир, установкой окон, представь себе. Но YouTube настолько стал их жизнью, что они поняли, что это и есть их современная, так сказать, работа. Прикольно. Что именно туда. Третий канал очень значимый, это был Гондурис, можно сказать, и о геополитике, и политические какие-то мировоззрения там есть, и история Казахстана затронута. Очень круто с точки зрения самого качества контента, хороший такой подход, хороший голос у автора. Вот тройку, наверное, могу назвать. Ну и помимо этого, что нравится, что производится, это каналы Жиртын Баласы, Мурат, и за нами уже выехали. Все-таки очень хорошая, большая заслуга у автора канала, что бывший журналист Ингеньюса развил, по сути, собственные СМИ. Вот. Из интервью еще могу выделить, это Нурсултан Курман, тот обезьян журналиста, который тоже вот хорошо взялся за формат интервью и сделал что-то такое свое, независимое и клевое. И на казахском. Тем более, конечно, на казахском. Так и надо. Обязательно. Круто, круто. А какие тренды видишь в будущем? Вот ближайший год давай. Если нас сейчас смотрят просто ребята, которые только начинают что-либо создавать, как думаешь, во что им лучше Идти. Куда идти с идти? головой, просто нырять и начинать просто фигачить контент? На самом деле я бы здесь посоветовал, порекомендовал искать баланс между творчеством и бизнесом. Без юмора в Ютубе он вот практически никак. Ну, то есть прям серьезный контент, какой-нибудь канал казахскоязычной математики я бы не стал делать. Чего точно не хватает, то и будет появляться. Рано или поздно либо ко мне кто-то прислушается, либо догадается, что пора делать самому, и как-то стихийно это пойдет. В первую очередь это канал спортивный на казахском языке. То есть нормальных спортивных каналов, фитнес-каналов, там элементарная, не знаю, зарядка на казахском языке, этого нет. И это очень, конечно, печально. Второй момент – это казахскоязычный DIY. Салем пытался подобное делать, но что-то не пошло. Даже не пытался, я так и не увидел никакого выпуска. Тут нужен зажженный человек, который может там, с нормальными золотыми руками, который подобное делает. И этот тренд основан не на просто словах, а о том, что землячка со стороны как раз твоя, Айсулу Нуртаева, стала миллионником. Вот То я есть всё, забыл, что что связано с первая едой, да, ты женщина-девушка уже есть, но она просто не сильно известна в Казахстане самом. Она известна за пределами Украины, Россия, ее аудитории. Fancy Something, Айсулу Нуртаева в прошлом году в конце взяла 1 миллион подписчиков. И это как раз DIY, если кто сделает канал
собственноручных поделок на следующий год, буквально там за период полгода она сливки все соберет. И почему я говорю она? Потому что это девочка, наверное, скорее всего. Вот. За полгода можно поднять канал легко. Я готов даже продюсировать подобный, но главное, чтобы человек был идейный, потому что этим надо жить. Есть понимание уже как 2 года почти, что YouTube становится платформой для семейного просмотра. Мы не можем контролировать особо, посмотрят это наши дети или нет. Соответственно, либо ты можешь сам установить отметку 18+, и ограничишь себя в показах, либо ты можешь сделать несколько таких лайфхаков, которые вот могу советовать. Если вы решите материться в своем контенте, и чтобы при этом получать деньги, надо это делать после 30 секунды. То есть первые 30 секунд вы не защищены, и потом все. Поэтому это тоже лайфхак такой. Ни в коем случае не допускайте сцены насилия, каких-то драк, аварий, катастроф, особенно любительских видео. Избегать вообще любых ситуаций деликатных с детьми. То есть там даже сейчас ребенок в кадре в купальнике, это очень плохо, он должен быть полностью закрыт. Даже художественных картин каких-то это может коснуться. Это очень печально, конечно. Что прям так все жестоко. Вообще есть целый гайд, там 60 страниц написаны, которые, что в YouTube нельзя делать и в каких случаях могут ограничить монетизацию. Если говорить комплексно, то я рекомендую делать более шелковый контент, что значит, что пранки, которые, например, такие были насильственные или издевательства над людьми, тем более не спросив их разрешения на съемку, это уже все. Против этого YouTube тоже восстал, можно сказать. То есть лучше этого объявлен. не делать, да? Ну вот, помнишь, Ну, вот помнишь, наверное, вот пранку куча- недавно с палкой, где били там актера и смотрели на реакцию человека, чтобы он быстро одел маску. Типа, Это почему у него было- маски нет? Еще было там, хочешь, я что-то сделаю тебе, разденьтесь перед камерой, покажите сиськи и так Да-да-да, далее. ну, всё это было в очень самое раннее. большом количестве. Вот, недавно мне блогер один звонил, у него 2 видео уже тоже заблокировали, такие жестокие пранки, блогеры из Шымкента. Все, нужно полностью переформатироваться, удалить эту всю чушь, на самом деле, которая имела только цель хайпа, и делать нечто более стоящее. Потому что это все хайп, кликбейт, и ничего хорошего от этого в самой платформе нет. Ну, то есть понятно, что рекламодатель уже понимает, где его реклама показывается, раньше такого не было, начинает переживать по этому Он поводу. может получить и статистику, в конце концов. Конечно. может. Раньше рекламодатель не знал, что может получить статистику. Агентствам это невыгодно, Конечно. что в каких каналах он показывался. А потом, когда он видит, например, множество денег рекламодателей просто спускалось, как через решето в детский контент. Просто рекламодатель об этом даже не знал. Потом, когда агентства открывали им это, какая целевая аудитория, какой продукт. И само собой, понимание бренд safety, когда безопасность бренда, что твой бренд должен показываться только в одном правильном контенте, это тоже есть. И блогерам это тоже стоит понять, что делая что-то насильственное, навряд ли там появится рекламодатель. Окей, поговорим давай теперь о тебе. О тебе. Кто сегодня Александр Милентьев? И почему Самсон Безмятежный таким не ответил мне в 2007 году, когда мы с тобой впервые познакомились? Ушел от ответа? Следующий Ты до сих вопрос. пор помнишь, что ты Следующий задавал вопрос вопрос? такой. Не, ну мы просто с ребятами такие, Самсон, Безмятежный, YouVision, Kiwi. Кстати, что с ними? С этими платформами? YouVision еще живой. Серьезно? Я Да. туда не Там заходил ни интерфейс разу. даже поменялся. Я тоже давно не заходил, но живой. Киви давно умер. По-моему, еще будучи, когда я работал на 7 канале, тоже пришел окончательный конец. Вот, ну, на пиратском контенте далеко в любом случае не уедешь. А местного производить никто не хотел. Хотя, если, не знаю, государство бы обратило внимание и все это начать давно, на заре, не знаю, там 2010 года, то нормально бы ресурс получился. Но сейчас то, что делает, например, YouTube, я в него лично не верю абсолютно. Потому что это поздно просто начато. Очень поздно. То есть, если там сравнивать показом, Ну, уже не время, да, то есть, ну, мало кто перейдет там с YouTube в конечно. YouTube, да. Ну, то есть, единственный выход — блокировка YouTube, мы понимаем, что это уже, слава богу, не случится, постучим.
Вот. Почему Самсон? Потому что в 14 лет я устраивался работать в газету, больше криминального содержания. Версия, по-моему, называлась О, «Павлодарь». да. Страшная Вот. газета. Да, 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 так и называлась вроде криминальная газета. Я писал какие-то сводки для них. Нужен был псевдоним для газеты именно. Поэтому пошел искать псевдоним, вернулся с псевдонимом Самсон Безмятежный. У меня на тот момент были длинные волосы, еще почти кудрявые даже. Сегодня лысый, да. Самсон потерял свои волосы, Да, Далила их всё уже как там. обрезала, да. А Безмятежный в силу характера, мне кажется, раньше я был еще спокойней, чем сейчас. Ну вот ты очень спокойный человек сам по себе. Кстати, по поводу волос. Пересадку сделать не хочешь? Нет, вообще, А чё? не беспокойся. Ты просто об этом. принял свою лысину Мне и нравится несешь это. ее. Наоборот, вот когда вот так вот рукой проводишь по свежей выбритой голове, такой кайф на самом деле. После пандемии я очень начал изучать себя с разных сторон, там, со стороны эзотерических наук, и очень много для себя открыл на самом деле. Что мои личные тревоги абсолютно, что большая отрицал это, даже что интернет-зависимость какая-то возникла, что я все время хотел ощущать себя нужным, ты удивлялся, что никто не пишет, или ой, я уже 10 часов без телефона, там люди, наверное, потеряли меня, и правда теряли, потому что я эту необходимость сам себе создал. Это все иллюзия, что твоя необходимость остальным людям, это все просто в твоей голове. И из-за вот этого количества огромного партнеров, каких-то связей, всем быть чем-то нужным, это все выматывает и Это забываешь о самом пассионарность себе. называется, да. Ну вот, у этого даже есть название свое. Вот, и когда чувствую, что уже все, что ты истощился, пора уже начинать жить по-другому. И я потихоньку начинаю. Какие планы вообще? Ты уже что-то продумал, планируешь? Сейчас именно ты застал меня в период такого успокоения, накапливания, я бы сказал, созидания. Вот, недавно я начинал проект по своему авторскому курсу по YouTube, но пока я его свернул, мне хочется еще поднакопить, так скажем, это раз. Но совсем вот неделю назад буквально выпустил свой долгожданный короткометражный фильм. Очень интересная история, что Да, себя... это «Красное зеркало». Да, да, да. История о 3 девочках, которым приносят мобильный телефон, и приходят какие-то задания, и далее начинается проверка на вшивость и на какие-то моральные качества каждой подруги. История прикольная, история классная. Что с актрисами? Актрисы были в некотором плане ошибкой. Это я сейчас признаю. На тот момент это был первый продюсерский опыт. Созвали кастинг, любители в основном пришли, и только одна вот актриса, Фариза там была, которая девочка посередине. Это которая брилась. Нет, это которая не брилась. Как раз Камила тоже. Это которой голову разбили. Да. Все. Но она профессиональная актриса. Ну, она учится сейчас. Она вот. учится. Но я начал понимать инсайт главный после этого фильма в том, что актеры лишь твой инструмент. И ты должен быть всегда выше этого и просто давать им не то, что показывать им, как играть. Они сами должны в этом полностью Они должны прожить, да? эту прожить сцену? это все. Внутри себя это поместить. И это их задача, а не продюсера или режиссера. И А Режик был на площадке? Режиссер был на режиссер площадке? был, режиссер это как раз подруга Куки Куаныша с Ириной Каратовной, Асия Амарова. Ага. Вот. И она прекрасно вложилась в это все. Но мое было четкое ощущение на тот момент, что именно эти актрисы должны были сыграть. Ну и в целом так и есть, если вот так вот через призму смотреть своей сублимации. То Белла, которая играла вот девочку из стероида, истеричку, да, можно сказать, которая бутылкой и убила потом. Это вот как раз-таки искусственная кукла стерва, которая так и в жизни такие Ей люди веришь, тоже вот, кстати, ей встречаются. веришь, да. Камила, которая побрила голову, это большой путь, который она пережила за эту съемку. И это ее правильная решимость, никакого грима, никаких париков. Это все было взаправду. Это вот важно, что я это сделал. Фариза хорошо отыграла. Вот, поэтому актерская игра, вещь здесь субъективная, и сам понимаю, что можно лучше. Но мы были ограничены и в бюджете тогда, и съемок всего были 2 дня.
36 часов бесперебойно, и актрисы прям жили на этой локации. Это было здорово. Опыт, который не стыдно на самом деле ни детям, ни внукам показать. И даже мы сейчас начали, просто пощупали фестивальную почву. И нам говорят хорошие вещи, что да, актерская игра не очень, но на фестивалях встречаются и работы, где другие аспекты намного хуже. Поэтому Нет, в это вашей 100%, короткометражке есть да. шансы. Я такой, ничего себе. На фестивале я, наверное, попаду уже со второй какой-либо работы, я еще не знаю, но особенность этой ленты была в том, что идея пришла правильно. Идея пришла во время медитации, я помню, я сел на балконе, включил успокаивающую музыку, и эти сцены прямо у меня возникли. А возникли они явно из потока. И все, что происходило потом в моей жизни, прям вело к ней, даже сопровождая метафору этой картины. Это три девушки, три богини, аналогия к яблоку раздора, и мы вообще не полагали даже, что iPhone будет этим яблоком являться. То есть мы изначально не вкладывали смысл, что это то самое, интерпретация тремя греческими богинями. Вот. И как раз типичные персонажи под эти образы и начали находиться, и все прям как по накатанной вело к тому, что мы это создадим. Вот. И то, что девушка режиссер стала, это тоже большой плюс, потому что там больше нужен был как раз такой женский взгляд и понимание того. Основной лейтмотив этого короткого метра очень простой, что обратить внимание, понимание, что какие-то материальные ценности не должны возводиться в абсолют, потому что люди сейчас за какие-то абсолютно приземленные вещи готовы отдать все самое ценное, духовное, потерять себя в этом всем. В погоне за лайками, в погоне за Просмотрами, гаджетами, рейтингами. просмотрами и так далее. Ну, почему? Это понятно, что уже дети наши, можно сказать, смотрят и любуются теми, кто якобы успешнее их. Но это все. Сколько бы у тебя не было подписчиков, сколько бы денег не было или гаджетов, не делает тебя счастливым. Это, наоборот, задача глобальных интернет-компаний заставлять тебя так думать. Вот и все. А духовные истины приведет тебя либо твои родители, либо наставники, либо общество, но явно не интернет. Интернет важно воспринимать просто как справочник. Но очень классную мысль я прочитал по этому поводу в книге Курпатова «Красная таблетка». Не читал такое? Нет. Очень советую, рекомендую всем подписчикам, как и Булана в том числе. В «Красной таблетке» описано было, что раньше мы очень тяжело добывали дофамин. То есть нам, как там древним людям, надо было фрукт съесть какой-нибудь сладкое и так далее. Дофамин сейчас в обилии. И эмоциям нашим тоже нужен этот самый дофамин. И это как раз-таки те самые социальные сети. Мы листаем ленту, получаем какой-то фидбэк, комментарий, лайк. И сами выбираем какие-то новости, которые выбирает для нас искусственный интеллект. Судя по нашим лайкам и Судя задержкам. по всему, да. И нам кажется, что мир однообразен и подходит полностью под наши вкусы. Мир позитивен и ярок. У некоторых, наоборот, депрессивный мир, депрессивные новости, но это тоже его дофамин. И вот эту дозу дофамина, что мы информационно получаем, сколько это информационного мусора. После подобных книг я, по-моему, еще 2 года назад отключил уведомления где бы то ни было, чтобы они не приходили вообще. Это ты властелин своего времени, своего телефона, своих гаджетов, а не они владеют тобой. И это важная вещь, которую я хотел через призму этого фильма тоже показать. Да, работу мы немножко по фестивалям разошлем, может где-то на российские даже будем приглашены. Большое спасибо здесь моему со-сценаристу, продюсеру Дархану Курганбеку. Он с Кустаная, такой клевый чувак, КВНчик, он написал сценарий этого фильма, продюсировал его вместе со мной и вдохновлен был этим. Поэтому для нас это первый опыт, первый блин, который, ну, явно не блин для нас. 15 тысяч просмотров на YouTube уже сейчас, это хороший показатель, я считаю. То есть 100 он явно наберет за год-два. И то, что явно это можно сказать, что твой папа или дедушка делал такие фильмы на заре, это очень хороший опыт.
Вот, а почему именно короткий метр, а не сразу не полный, да, допустим? Ну, в принципе, да, с твоим Ну, опытом это ты мог понятно. бы снять что-нибудь и покрупнее. Ну, возьми того же Акима, Возможности- возьми тех же «Бизнес по-казахски». Фильмы набрали в Ютубе огромное количество просмотров. Возможности, конечно, есть. Я больше полагаюсь на вдохновение. Если подобные идеи возникнут, и это будет претендовать на полный метр, почему бы и нет. Собрать команды и сделать это все, спродюсировать команды, это мы умеем. Вопрос в том, что правильно душу вложить и гореть этим, это Насколько самое я понимаю, сложное. здесь ты сделал то, что ты сам хотел, да? Конечно, это То есть для тебя воплощение, здесь которое- нет целей каких-то там просмотров, рейтингов. э, Но фидбэк ты получил только от тех людей, от кого реально хотел услышать, да, какой-то фидбэк. На комментарии особо не вызывали, наверное, каких-то эмоций. Ну, окей, пишут. Нет, это все правильно. И комментам можно некоторым прислушиваться. Некоторые люди в комментах прям услышали то, что я хотел. Там одна девушка написала, что в каком-то конкурсе разыгрывали айфоны, куча ее подруг и Ну, детей это отсылка участвовала, на те же завидовала, гивы, как сегодня, да? конкурировала, да, друг с другом. Кто-то дружбу из-за этого потерял. Это все так, и это реалии сейчас общества. Почему красное зеркало-то названо? Это аналогия, отсылка к черному зеркалу. Мы хотели вообще эту новельную часть продолжить вместе с Дарханом. Может, так и продолжим именно нашу интерпретацию. Потому что гаджеты, увы, занимают не последнюю, а то и ключевую сейчас роль в нашей жизни. И человеку просто якобы скучно, и он перестает жить, наслаждаясь вот этим виртуальным пространством, что дает ему технологии. Слишком много уделяем времени тому, чему не нужно, да, иными словами. А вот так, как мы с тобой общаемся в течение часа без гаджетов, Кайф, да? кайф, а для других людей, которые смотрят и поглощают это, может быть, и роскошь. Вот Поэтому я всем говорю, слушайте наш подкаст на фоне. Всё правильно. Не смотрите, не надо смотреть. Вчера буквально посмотрел классный фильм «Социальная дилемма», как раз о том, что глобальные интернет-гиганты, как они сами того не сознавая, создали искусственный интеллект, который у нас уже давно нами управляет. Вот этим подставлением нужной нам ленты новостей. Похожие видео, рекомендации, это все из одной степи абсолютно. И там была прикольная штука, где показывали гаджет, как он назывался, какой-то бокс, ящик, куда ты ложишь гаджет, и он запирается по будильнику, только можно его открыть. И вся семья складывает на ужин туда гаджеты на час и спокойно пообедает или ужинает. И там ребенок подходит, пытается его разбить, и не получается. Вот всем бы такой гаджет сейчас, потому что раньше, по сути, семья проводила время за телевизором, но хотя бы был семейный просмотр. Вместе собирались, что-то вместе есть смотрели смотрели, что-то одно. разделяли эмоции. А сейчас каждый по-своему, и непонятно у кого какая жизнь, и что на самом деле даже ребенок твой там делает. А это вот самое печальное. Но при этом сегодня ты занимаешься тем, чтобы люди смотрели в гаджетах и в различных устройствах как раз-таки тот контент, о котором идет речь. Это неизбежно. Не вызывают у тебя эти разные эмоции. темы, да, но противоречивые чувства? Как я и сказал, мое отношение к халалу с того, что кто-то на этом деньги зарабатывает. Я миссионер с точки зрения контента, что я пропагандирую каждого из этих блогеров делать нечто полезное, то, чего нет. Спортивные, лайфхаки, DIY, вот это все нужно, важно делать. И на любых консультациях об этом и рассказываю, потому что люди сейчас это благо постпандемии воспринимают лучше. Через YouTube можно научиться практически любой профессии. Можно построить дом. Вот есть такой интересный факт, что одна женщина смотрела YouTube и просто построила дом Сама. просто по YouTube. Да, по сути, да. И есть много каналов, которые этому посвящены, просто важно правильно искать. На казахском явно такого нет. Как построить дом? Классно было бы создать. И всегда важно не существование инструмента, платформы, сервиса, говорить, это полное зло, Google корпорация зла, или про другую любую, там, Яндекс, Netflix и так далее. Это все будет в большом количестве, потому что у всех всегда людей будет огромное количество времени просто бездельничать и занимать себе это время или развлекаться. Но если мы будем воспринимать изначально время свое и внимание как ценный инструмент, тогда случится обратное.
это и будет уже таким элементом осознанности, когда мы будем поглощать только ту информацию, которую хотим, обучиться, посмотреть, что-то осознать и так далее. Вот. На канал этого Садгуру подпишитесь лучше. Там много интересного, правильного изложено. Подытоживая нашу беседу, я понял лишь одно, что сегодня очень важно фильтровать то, что ты смотришь, но как настроить этот фильтр, пока непонятно, да, то есть, мне кажется, все зависит от контент-мейкеров, чтобы их было больше тех, кто делает хороший, правильный, качественный контент, который приятно смотреть и не стыдно смотреть и с ребенком, и с людьми постарше. Самсон Безмятежный сегодня в нашем подкасте. Скажи, пожалуйста, заветные слова. Мы в конце каждого выпуска просим гостя сказать их. Ты знаешь, какие слова должны говорить. Друзья, я рекомендую всем подписаться на подкаст АЕ на канале Аль-Фараби, потому что Киблан делает по-настоящему стоящие полезные вещи. Я желаю тебе больше таких же замечательных гостей, как я. Да. Спасибо, бро. Полезных и качественных. Я, в свою очередь, интервью. вам рекомендую посмотреть и отписаться под короткометражным фильмом «Красное зеркало», который спродюсировал наш большой друг Самсон И оставить Безмятежный. комментарии, мне важно об этом Напишите известно. комментарий, понравилось вам или нет. И там, если нет, то напишите почему. Если да, то тоже напишите почему. Если вам лень смотреть, просто напишите «мне лень смотреть». Это тоже будет считаться. Так? Если вы досмотрели до конца этого интервью, вы уже большой молодец. Да, большое спасибо. Увидимся. Еще раз, бро. Хорошо.